В эфире программа «О главном». Сегодня в студии для вас работаем мы, Екатерина Карпухина и Владимир Сенюшкин. Здравствуйте! Сегодня о главном мы поговорим с Егором Афанасьевичем Борисовым. Приветствуем главу Якутии. Уверена, беседа будет очень интересной. И первой темой, о которой мы с вами поговорим, будет бюджет республики. С учетом сложной экономической конъюнктуры у нас в стране, каковы особенности бюджета республики в 2016 году и почему вообще было принято решение о переходе к однолетнему бюджетному планированию? Как раз сегодня это время, когда мы формируем задачи 2016 года. Это речь идет о наших экономических задачах. Ну и, соответственно, сегодня формируется бюджет будущего года. Последние конкретные установки с учетом анализа, с учетом рассмотрения тех или иных текущих моментов, которые сложились в республике, и правительстве, в том числе, когда обсуждали эти вопросы, мы уже сформировали основные параметры. Перед правительством поставил более четкие задачи, и они исходят из тех установок, которые я уже давал в августе месяце. Мы, прежде всего, должны базироваться на 2015 году, потому что те прогнозы, которые мы ждем, и плановые показатели исполнения бюджета этого года, они будут как раз и основой формирования следующего года, и планов, и в том числе бюджета. Что это означает? Прежде всего, я хотел бы, чтобы мы понимали, что происходит в республике на фоне нашей страны, когда экономическая ситуация достаточно сложно формируется, и санкции, которые оказывают как давление в западных стран по отношению к России, они дают определенные свои последствия. Прежде всего, это связано, скажем, по доступности финансовых ресурсов, то есть даже в банках, когда люди идут, обеспечивая получение своих кредитов, не могут получить, потому что и ресурсов не хватает, лизинговые платежи у нас очень дорогие стали, ипотечное кредитование в начале года вообще было недоступно. Вот на фоне этого мы в республике в начале года формировали план действий по преодолению этих трудностей. И это план мероприятий сегодня полным ходом работает. Но в результате получается так, что и с учетом взаимодействия с крупными нашими партнерами, хозяйствующими субъектами, с малым и средним бизнесом, мы видим, что в республике картина немножко иная, чем в других субъектах, в том числе в целом по стране. Мы по итогам 9 месяцев и по прогнозам уже по году, уже 15-му, по основным экономическим показателям будем выглядеть намного лучше, чем в прошлом году. Хотя темпы роста по валовому региональному продукту, по промышленной продукции, по, скажем, другим отраслям, они, может быть, немножко убавились по темпам, но при этом рост будет наблюдаться. Это самое главное. Потом на прошлой сессии, с учетом того, что у нас экономика более устойчиво работала в этом году, налоговые платежи тоже увеличились. И мы изначально, если базовый документ бюджета республики принимали в одних параметрах, то в конце года у нас наблюдается перевыполнение, и откорректировали с точки зрения роста доходов. И, соответственно, по результатам рассмотрения парламента мы сократили дефицит и приняли определенные дополнительные расходы. Это все заложило фундамент рассмотрения вопросов уже на 2016 год. Почему мы принимаем, во-первых, годичный такой бюджет? Потому что и страна приняла такое решение, в том числе мы, потому что в конце прошлого года, в 4-м квартале, мы почувствовали, что параметры, связанные с ценой на нефть и курс доллара, меняются очень резко. И эта ситуация сегодня сохраняется. Вот в таких колебаниях планировать трехгодичные бюджеты очень сложно.
Поэтому приняли решение пока дождаться более устойчивой ситуации, и мы бюджет 2016 год рассматриваем исключительно на 1 год, но при этом я дал поручение правительству республики формировать при этом на уровне правительства трехгодичный финансовый план, чтобы мы все-таки по тем своим видениям, которые определили по курсу, по доходам нашим, именно формировать трехгодичный финансовый план. Это не бюджет будет утвержден как закон, а именно для того, чтобы ориентироваться под свои прогнозы в последующие годы. Этим мы будем заниматься. Что происходит и на что мы рассчитываем? Мы рассчитываем, что 2016 год по прогнозам, с учетом работы наших предприятий, экономические параметры сохранять темп роста. Это имеется в виду валовой региональный продукт будет расти. Инвестиции в экономике – это самый главный параметр, показывающий развитие, будет тоже расти за счет строительства газопровода «Сила Сибири». Хотя вот в 2015 году Сургутнефтегаз завершил свои большие стройки, также завершил свои большие стройки Мечел, и Алроса тоже вводит шахту. То есть некоторые капитальные вложения, которые планируются, они сегодня как бы завершают свою работу, то и в результате мы чувствуем некоторые сокращения по тем старым проектам освоения средств. Но с другой стороны, взамен идет уже «Сила Сибири». Это все подтверждает, что экономика в следующем году будет выглядеть более устойчиво. В связи с этим мы рассчитываем, что бюджет формироваться будет очень тоже более уверенно, как мы сегодня рассматривали риски, рассматривали разные варианты влияния негативных процессов, которые происходят в стране, но при этом мы уровень бюджета прогнозируем такой, какой сегодня принят. Вот это очень важный момент. То есть мы сохраняем все свои обязательства по социальным направлениям, мы будем повышать заработную плату низкооплачиваемым бюджетным категориям, мы поддержим и дальше продолжим поддерживать сельское хозяйство. Мы в этом плане еще и будем бизнес поддерживать, как и поддерживали. Кроме того, все приоритеты, которые заложил в своих посланиях, они будут тоже иметься в виду. В частности, мы планируем в следующем году очень большое внимание уделить строительству жилья, поэтому бюджет возьмет на себя большую нагрузку по поддержке строительства жилья. 600 тысяч квадратных метров жилья построить я поставил задачу перед правительством, перед муниципалитетами. Из них половина будет построена в сельской местности. Что это означает? Это означает, что 5 лет назад республика строила жилье в целом по республике, около 300 тысяч квадратных метров жилья. Примерно столько же будем строить в следующем году только в сельской местности. Поэтому и наращиваем строительство 2 раза по сравнению с 5-летней давностью. То есть, несмотря на общую картину, в республике мы принимаем такие амбициозные задачи. Мы будем продолжать политику переселения из аварийного жилья, в общем, строительство дорог, все это сохранится. Поэтому я хотел бы сегодня просто подчеркнуть, что бюджет 2016 года будет похож на бюджет этого года. Но я накануне уже встречался в связи с этим и с министерствами, Минстроем, Минсельхозом, Минтрансом, Минфином, с Минэкономикой в течение недели. Еще раз детализировал все это направление. И, конечно, в течение определенного времени правительство займется бюджетом более детально и внесет в парламент более таким уверенным, таким настроем, чтобы бюджет своевременно был принят. Вы уже упомянули о том, что на минувшей неделе провели ряд встреч с коллективами ключевых министерств: Минсельхоз, Минфин, Минэкономики и так далее. Скажите, пожалуйста, что обсуждалось в процессе этих совещаний, какие выводы вы для себя сделали? Немножко подетальнее, чем вы упомянули ранее. И такой вопрос: а сколько длились эти встречи? Этого времени встречи было вам достаточно для того, чтобы сделать какие-то выводы?
встречи с населением, например, да, или с министерством, я никогда формально не провожу. Я всегда стараюсь дойти до истины. Поэтому, может быть, кому-то это не нравится, кому-то нравится, но при этом для меня важно увидеть настроение людей в той общности, где я нахожусь. Если я с населением встречаюсь, я хочу узнать настроение людей, какие проблемы их беспокоят. А когда я встречаюсь в министерствах и ведомствах, то прежде всего я понимаю, что они являются как бы органом власти, и какую роль они играют, какую ответственность несут, насколько это они решают задачи, которые они поставлены перед ними, и как они видят проблемы, которые у нас в республике есть. С этой точки зрения как раз я и общался на прошлой неделе, потому что сейчас время формировать задачи 2016 года. И с этой точки зрения я понял, что наше министерство, в принципе, они в курсе всех событий, они владеют ситуацией. Но есть вопросы, которые приоритеты, по которым надо их настраивать, их как-то в этом плане подключать, сконцентрировать. Вот здесь, конечно, вопросы возникают. Но в частности, вот Министерство сельского хозяйства. Я постоянно держу под контролем деятельность этого министерства. И когда мы общались, я все-таки почувствовал, что по тем или иным приоритетам нам необходимо. Вот мы в прошлом году обсуждали вопросы на втором съезде сельхозпроизводителей. Там люди очень много говорили, на что обратить внимание. Это имеется в виду создание материальной базы по переработке, по хранению сельхозпродукции. Это сегодня является основополагающим для того, чтобы гарантированно сбывать продукцию, собирать у людей продукцию. Но это вопрос, например, системно не решается. Или вопросы поддержки наших людей на местах. Государство помогает нашим товаропроизводителям определенными субсидиями, деньгами и так далее. Но при этом люди, которые работают непосредственно на производство, например, есть крестьянское хозяйство, а там есть у него скот, корова, их доят дояры. Зарплата, уровень зарплаты этих дояров очень маленький, скажем, 15-20 тысяч рублей, а доходы, которые получает крестьянское хозяйство, они не соотносятся с этими доходами дояра. Поэтому я давал установку создать условия, чтобы гарантированно доярки получили не менее 25-30 тысяч рублей. Этот механизм еще не отработан. Вот на такие вопросы. Или Минстрой. В Минстрое у нас сегодня возникают проблемы, связанные с строительством жилья для многодетных семей. Мы как бы всему народу объявили, что их будем поддерживать. Земли выделили, а для того, чтобы жилье построить, там электричество, воду не подвели, участки до сих пор пустуют, жилье не строится. То есть это можем даже на примере города Якутска видеть. То есть вот такими проблемами, которые волнуют людей, но по которым недостаточно работает министерство, я обратил внимание. И это Минтранса касается, потому что по Минтрансу у нас проблемы перевозки, например, летом людей в Кангаласском улусе, например, до конца не решены. Вот по южным настигам, по берегу реки Лена, там очень сложно добираться. А там скоростных транспорта нет, а есть наши суда, которые сутками плавают. А людей это не интересует. Людям хочется комфортно, быстро ездить туда-обратно. Вот в этих вопросах стоимость билета очень дорогая. Как это обратить? Какие механизмы создавать? Вот в этом плане, конечно, министерства должны более четче и более конкретно поработать. Вот на это я обратил внимание. А что касается Министерства экономического развития, то я им поставил задачу следующую. У нас есть вопросы, по которым мы постоянно работаем. Это крупный бизнес, это малый и средний бизнес. Мы по ним работаем очень как бы тесно ведем, и работаем, и настраиваем. Но есть прорывные как бы направления, которые всегда были у нас, но они сегодня как-то очень сдали свои позиции. В частности, это речь идет ювелирное гранильное производство, это у нас переработка леса, это заготовка леса или еще другие отрасли. Сильно сдали позиции. Да. Вот я сказал, давайте обратить теперь внимание на эту отрасль, чтобы мы поддержали, чтобы создать какие-то программы, чтобы их поддержать и создать определенные условия развития. Вот Спасибо. такие вот, в общем, каждое министерство имеет какие-то особые проблемы. Вот Минфин тоже самое требует
Минфин, ну, очень консервативное такое министерство. Они работают по бюджетному кодексу, по законам, как будто они сидят и вроде нормально работают. Но есть вопросы, по которым надо обратить внимание. То есть сегодня и депутатов, и везде, у людей даже есть сознание, что когда бюджет рассматривается, они обращают внимание только на расходную часть. Все хотят делить деньги. А вот чтобы делить деньги, надо иметь этих денег. То есть это доходной части надо работать. А доходная часть откуда идет? Это налогов, от определенных платежей в соответствии с законом. Они как получаются? Эти доходы должны расти. А как должны расти? База, которая есть, она должна тоже как-то развиваться. Вот в частности, у нас налог на имущество – это один из самых хороших налогов, который дает доходы. Но и само имущество, оно в очень многих юридических лицах, у многих физических лицах, оно не зарегистрировано, они налога не платят. Ну, да. Да, поэтому если Минфин поработал, чтобы эта работа была проведена по регистрации имущества у физических и юридических лиц, налоги бы увеличились. Или там по другим платежам, по земельному налогу. Это самый базовый налог для муниципалитетов. На земле тоже вроде хозяин есть, но они не зарегистрированы, налог не платят. Ну, может быть, это дело надзорных органов, а Да, нет, не но это все Минфина. в наших руках, это республики. Это должен инициировать как заинтересованная сторона Министерства Понятно, финансов. понятно. Вот такие замечания, такие направления были сделаны вот, в работе с этим министерством. Можно ли сказать, что эти министерства являются наиболее проблемными в таком случае? И планируете ли вы другие встречи в других министерствах? Нет, обязательно буду, потому что сегодня формируется задача экономического и финансового плана. Потом будут рассматриваться вопросы уже гуманитарного направления. Вот поэтому со всеми министерствами, конечно, встречи будут. Региональное отделение Общероссийского народного фонда выступило с критикой по поводу закупки госсобранием ЛТМ 17 автомашин на сумму 25 миллионов рублей. Вот как вы считаете, такие траты, они необходимы? Мы живем в таких условиях, у нас железной дороги нет, у нас авиатранспортом каждый день летать невозможно, вертолетом летать невозможно. В ближайшие районы ездить, по населенным пунктам ездить, нам машины нужны. Для депутатов, для государственных служащих, для ответственных людей. Они работают на это. Для нас это рабочий инструмент. Но, с другой стороны, когда речь идет о выборе техники, то, конечно, здесь перебарщивать нет необходимости. Вот есть машины, но сегодня в республике иностранной марки машин очень много. Буквально 60 с лишним процентов населения имеет иностранные марки машин. Но это не говорит о том, что мы должны все переходить на иностранные машины. И у нас в отечественных, скажем, производителей есть хорошие машины. Поэтому выбор определенный какой-то есть. Но когда речь идет о затратах, здесь наши инженеры, наши механики подтверждают, что расходы по бензину, расходы по запчастям, они у наших отечественных больше, чем иностранных. Но, с другой стороны, речь идет о стоимости машин. Здесь, конечно, вот перебарщивают о том, чтобы мы приобретали машины по 5-6 миллионов или по 3-4 миллиона, это, я считаю, нет необходимости. Надо навести порядок в целом в госзакупках. Не только централизовать закупку, еще надо теперь уже переходить на качественные показатели. То есть не перебарщивать, там, не обязательно надо дорогие вещи покупать. А чтобы нормально, культурно было вещи покупать, я попросил ОНФ участвовать при государственных закупках. Я буду устанавливать лимит, скажу, вот машины по такой-то стоимости дороже нельзя покупать. Или там какую-то мебель для каких-то кабинетов нельзя покупать дороже, чем это. Или еще строительный ремонт ведут какой-то. Я говорю, вот в таких случаях вот, могут дорогие вещи, там мрамор, такие не использовать, такие лимиты будут устанавливать. Ну, дороже требования, какой суммы да. нельзя покупать? В этом случае он имеет право, вот им дают, идите, участвуйте, проследите. Или кто-то хочет вдруг купить, пусть идет, вам доказывает. Доказывает, и вы убедитесь, что это необходимо, тогда вы соглашаетесь, тогда будет реализован. Представители ОНФ это поддержали. Я вообще-то сторонник того, чтобы у нас общественность участвовала в контроле деятельности органов власти, и в том числе речь идет о общественных инициативах, которые
чтобы мы улучшали свою жизнь по ведению хозяйства, по решению проблем и так далее. И непосредственно главную роль я отвожу на контроль. Для этого я в свое время инициировал закон о общественном контроле. Этот закон принят. Поэтому я попросил ОНФ, давайте мы системно будем работать. Не искать где-то горячие факты, а именно системно работать. Вот у меня есть указ о развитии села, я к ним обратился, ОНФ. Это указ очень нужен людям, но он недостаточно работает. Давайте прослеживайте, проконтролируйте, где узкие наши места, проверьте, занимайтесь этим делом. Вот они, в принципе, согласились. То есть мы должны делать так, чтобы общественность везде и всюду, и общественная палата, и Народный фронт, и другие общественные советы, которые работают. Я приводил очень много примеров, когда общественность очень активно работает в Нерюнгри, в Алдане, в Булунском районе, в сельских местностях. Они же все приносят только пользу. И я своим коллегам, министрам и членам правительства говорю, вы не бойтесь общественности. Вот у нас в республике не только общественность, вот то, что блогеры есть, это тоже хорошо. Когда интернет-издания у нас есть, много у нас интернет-изданий, более 20, которые свободно работают. Около 200 у нас всяких печатных изданий есть. Так называемые желтые, там еще какие-то, и государственные в том числе. Они нужны для нас. Вот это нас подтягивает, нас немножко подстегивает, чтобы мы влево, направо не ходили, потому что это не нарушали законы, не нарушали все это дело. Вот это, я за это ратую, чтобы мы всегда находились под зорким взглядом. Тогда нам спокойно жить будет. А вот там, где нету, там газеты придавлены, интернет-издания придавлены, там, где не знают, что такое WhatsApp, там много событий происходит. Об этом мы слышим иногда. Ну, Егор Афанасьевич, с вашего позволения, продолжим о деньгах и о зорком взгляде. Да. Вы уже в процессе беседы, неоднократно, просто неоднократно упомянули о том, что сами зачастую становитесь мишенью для различных нападок, скажем так. Цитата в связи с этим. От 14 октября этого года просто с нескольких сайтов. Если раньше главе Республики Саха-Якутия Егору Борисову причиталось из бюджета 5,8 миллиона рублей, то теперь 8,2 миллиона. Рост почти на 42%, конец цитаты. Во-первых, позвольте собственную шпилечку такую, это в год или в месяц? А во-вторых, правда это или нет, и что вы можете тогда ответить на это? Понимаете, здесь, я сам удивился, почему вдруг вроде зарплата не растет, и поинтересовался, почему вдруг такое событие произошло. Оказывается, это очень просто решается. Я много работаю, и при этом забываю про свой отпуск. Вообще забываю. Вот я иногда, когда журналисты спрашивают, а чем вы дышите, чем вы отдыхаете, чем вы интересуетесь, а я живу работой. Это факт, это никто оспаривать не может. Потому что если вдруг один выходной останется какой-нибудь такой свободный, даже если в семье окажусь, да, я там начинаю террором заниматься. Я спокойно не могу. Вот они говорят, иди работай, это лучше будет для нас и для вас. Поэтому с этой точки зрения я раньше не думал, что надо каждый год получать полноценный отпуск. А оказывается, есть закон о том, что человек, который в течение 3 лет, если он должен, вот эту компенсацию отпуска должен получить. Да. Но вы, понимая мой уровень зарплаты, и учитывая, что я 3-годичный отпуск накопился, я вынужден это принять, она отражается в фонде зарплаты. Вот и получилось так, что вот эта сумма отпускных, они добавляются к основной зарплате. И вот это разовая вещь. Это разовая, да, разовая. Поэтому что это по моей переходе выросло. Но просто единственное скажу, да, у нас, например, растут затраты на командировочные. Я каждый год наращиваю наращиваю командировки. Потому что я без поездок жить не могу. Если я не посещу, например, Верхоянский улус, обижается, например, Тампонский улус, да? Если, это не только в обиду, но это речь идет о проблемах. Вот недавно съездил
Верхоянская улус. Нормально съездил. Но надо было в Табалах съездить, это самый отдаленный населенный пункт. Там полгода никто не ездит. Дорог нету, ничего нету. Ну, пришлось на вертолете слетать. А расходы. А керосин-то не дешевеет? Да. Поэтому Табалах прилетел, народ очень хорошо встретил. И проблемы, и достижения. Мне очень приятно, когда с людьми так встречаюсь. Несмотря на разные проблемы, несмотря на разные разговоры, на разные претензии, на разные пожелания. Но мне надо ездить. Ездить надо в Москву постоянно. Бывают и такие случаи, когда оперативные совещания призываются федеральными органами. Прилетел президент, например, на Благовещенск, говорит, завтра утром быть. Приходится чартерный рейс брать, потому что пока доберешься, не доберешься, а это тоже затраты. Да. В этом тоже мы должны признаться, Да. об этом надо говорить. И все это, но поездки нужны. Раньше мало ездили, говорили, что никто не показывается, никого не видим, никого не слышим. Когда больше стали ездить, говорят, что Борисов ездит пиариться. Я же не пиариться езжу, я хочу слушать народ, хочу знать, что происходит. То, что касается вот этой зарплаты, пожалуйста, еще раз. Кому надо будет, мои помощники, мой аппарат объяснить, если надо будет, пусть показывают это ведомость.